Гран-при 57 килограммов Вартан Асатрян против Азама Гафурова. Твое мнение, твои прогнозы, твои, так скажем, мысли об этом? Вартана я заочно знаю как бойца. Хороший боец. Естественно, мы с Азамом хорошо знакомы. Это мой брат, тем более с Таджикистана. Какие вообще у тебя прогнозы? Как ты думаешь, какой это будет бой? Гран-при в полутяжелом весе Фаридун Адилов против Вагнера. Оставлю номер телефона, друзья. У меня самые доступные билеты по стоимости, друзья мои. Поэтому что я вам предлагаю? Заранее берите билеты. Вот как в хардкоре, чтобы не получилось. Да, там 1000 человек стоят возле улицы, мне пишут: Баха, где есть билеты или нет? Результат на лице, можно не разговаривать. Да. Машаллах. Вот такие хорошие волосы у него. Машаллах. Ты шутил, говорю, был высокий, кучерявый. Теперь есть кучерявый, да? Стал снова высоким кучерявый. Да. Юсуф, салам алейкум. Расскажи, пожалуйста, про вот данную мероприятие, где мы сейчас находимся. Кто тебя пригласил и какие у тебя планы здесь? Я довольно буквально недавно Хэтак набрал меня, где-то в обед. Я чуть занят был. И здесь же мой земляк дерется, Шамиль. Да. А так, еще ребята здесь все, почти все знакомые. Для Лиги Правды я не чужой человек. Я на первом турнире боролся, тогда это еще была борьба. Такое ощущение, что что-то назревается, Юсуф, здесь. Ну, пока такого ничего нету. Прежде чем что-то будет назревать, я должен пообщаться в любом случае с ACA, в любом моем выступлении, потому контракт. что, ну, у меня контракта нету, но любое свое действие я согласую Со с старшими. Лигой, да, потому что я также с первого турнира там, и у меня тем более такие отношения с Лигой. А так, я не думаю, что если у меня не будет предстоящего поединка, кто-то будет против, можно выступить, почему нет? Знаешь, Юсуф, с тобой можно поговорить о чем угодно, долго, бесперерывно, но я знаю, что у меня время ограниченное. Вот, брат, такой вопрос про Гран-при ACA. Вот сейчас стартанет Гран-при 57 килограммов Вартан Асатрян против Азама Гафурова. Твое мнение, твои прогнозы, твои, так скажем, мысли об этом? Ну, от тебя этот вопрос правильный, во-первых. Азама я хорошо знаю. Азам мой брат. Мы с ним и на турнире, когда у него face-to-face с Вартаном было, виделись. Вартана я заочно знаю как бойца. Хороший боец. Вроде бы он в ACA не дрался еще. Нет. Но хорошо залетел. Регалии у него есть. Я, конечно, за Азаму буду болеть. К Вартану у меня тоже такое хорошее отношение. Но, естественно, мы с Азамом хорошо знакомы. Это мой брат, тем более с Таджикистана. Хороший бой у него будет. Болею за Азама и за хороший бой. И обоим ребятам подойти без травм желаю. Какие вообще у тебя прогнозы? Как ты думаешь, какой это будет бой? Я прогнозы никогда не даю, во-первых. Во-вторых, я вообще не осведомлен о технике этих ребят. Я только нарезки видел и знаю, где они побеждали, и где проигрывали, в каких боях. Вот так только я знаю их. Но знаю, что оба хорошие, высококлассные бойцы. Будет заруба. Да, сильная заруба будет. И, наверное, задам вопрос про, так скажем, Гран-при в полутяжелом весе Фаридун Адилов против Вагнера. Я Фаридуна я хорошо знаю, он у нас тренировался в Грозном в нашем клубе, а Вагнера я, честно сказать, не знаю. И он, кажется, дрался с Григором. Григор тоже к нам приезжает, Григором хорошо мы общаемся. Мощный был бой. Да, я знаю, что он выиграл. Григор хороший бой был, сам бой я не видел. Но я думаю, Фаридун выиграет, хоть он и новичок в этом весе, но он здоровый парень. Спасибо, Юсуф. И последний вопрос. Вот тут вот где-то Расул ходит, мне кажется, что-то назревает там по боксу у тебя с Расулом Мирзаевым, нет, на будущее? Нет, с Расулом нет, у меня ничего не может. Не может? Нет, Расул, просто мы с Расулом общаемся давно. У него здесь тоже бой, вроде бы сейчас с ребятами обсуждали, я его соперника не знаю, но говорят, кикбоксер. Расул тоже себя все-таки хорошо. Расул соперник этот, Искандар Зияев, шеф-повар, чемпион топ-дога. Не, я не знаю. Да. Сейчас, наверное, увидишь. И, брат, так скажем, если хотя бы примерно так подозревать, есть кто-то, кто на прицеле по боксу здесь? Нету. Я по боксу... Хэтак, может, так намекнул тебе? Нет, пока мы даже с ним... Мы общались, что можно было бы выступить. Но где, что, как, и не общался. У меня пока мои планы все знают, я их озвучивал не раз. Я жду, пока подпишут Эдика. Если его подпишут, то мы выйдем и покажем хороший бой, закончим этот бой, потому что
Эдик хороший парень, это человек, который ко мне огромное уважение проявил. Даже не по отношению к нему, мне это интереснее бой, к тому, как его болельщики ко мне отнеслись. И мне это приятно, что без всякой грязи, там, тем более с нашей стороны, с Эдиком и не могло быть, у нас не только уважение. А со стороны болельщиков часто такое бывает, я их понимаю. Конечно, лучше, если этого не будет, но мы не можем на это повлиять. Последний вопрос тогда задам тебе по поводу гран-при в легком весе. Туда вырывается чемпион Eagle Fighting Championship Мехди Дакаев. Да. Мы с Мехди много спаррингуем. Мехди это очень... Ну, он еще даже не показал себя, этот парень, но он еще себя еще покажет, еще многих удивит. Когда он дерется с хорошими, он хорошо дерется. Когда он дерется с ноунеймами, он не может себя показать. Какие у него шансы в гран-при, как ты думаешь? Ну, там Абдул-Азиз дерется и Мехди. Я желаю им обоим такого хорошего поединка. Надеюсь, они не встретятся, но... Нет, ты должен сказать, надеюсь, они встретятся в финале. Ну, им еще нужно пройти свои поединки, выиграть в своих боях. Все мы знаем, что в Гран-при ACA всегда будут самые лучшие. Согласен. Они оба очень хорошие ребята. Там тем более и Мухаммада, я знаю, Кокова. У Мехди вроде пока нету соперника. Насколько я знаю, только заочно там имена были, которого я знал. Это информация не разглашается. Юсуф, спасибо тебе большое, удачи, успехов тебе, брат. Спасибо. Давай, удачи.